эфире новости, в студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Вот главные темы. На Дальнем Востоке расширят программу льготных авиаперевозок. В Хандыге обучают безработных по промышленным профессиям, куда можно устроиться после краткосрочных курсов. Эстетическая косметология и национальная кухня. В Якутии стартовал 9-й чемпионат «Молодые профессионалы». С участниками пообщались наши корреспонденты. Программа льготных авиаперевозок на Дальний Восток и в обратном направлении может быть расширена, в том числе за счет исключения из нее действующих сейчас ограничений по возрасту. Такой пункт содержится в перечне поручений президента России Владимира Путина. Также правительство страны и комиссия Госсовета по транспорту должны представить предложения по расширению программ региональных и местных авиаперевозок. В госбюджете на 2021 год на программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока в Симферополь и Калининград было заложено почти 4 миллиарда рублей. Кабмин также выделил дополнительно 5 миллиардов субсидий на авиаперевозки на Дальний Восток. Массовая вакцинация от COVID-19 сегодня начинается в России. Теперь привиться от инфекции смогут все россияне. Сейчас используют 2 отечественных препарата – «Спутник Ви» от центра имени Гамалеи и «Эпивак Корона» от Вектора. Также ожидается, что вскоре в программу вакцинации населения включат препарат центра Чумакова, который уже на подходе. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По словам главы государства Владимира Путина, промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила планы по выпуску вакцинации. Медицинская организация Якутии готовится к массовой вакцинации от коронавируса. Уже развернуто 39 пунктов, организовано 128 вакцинальных бригад. Об этом сообщили на очередном заседании оперативного штаба республики. Вакцинация, кроме Якутска, сегодня проходит в 13 районах. В Якутии остается еще свыше 2000 доз. В ближайшее время ожидается поставка новой партии – 22 тысячи доз. Между тем, рост числа заболевших COVID-19 отмечают в ряде районов Якутии. Наиболее сложной ситуация остается в Мирнинском, Алданском, Нерюнгринском, Ленском и Алекнинском районах. Связанные, опять же, Активно к вакцинации готовятся и арктические районы. Например, Абыский Улус ожидает партию вакцины в конце января или в начале февраля. Об этом сообщила вице-премьер региона Ольга Балабкина в своем телеграм-канале. С местными жителями проведут информационную и разъяснительную работу. Сообщается, что первым этапом подготовки является составление списка вакцинируемых и графика работы пунктов вакцинации с учетом большой проходимости. Процедура состоит из обследования, анкетирования, внесения данных в федеральный реестр. 3 новых объекта здравоохранения ведут в Хангаласском районе в год здоровья. В 2 крупных медучреждениях начнется капитальный ремонт. Сейчас завершается строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Красный Ручей, офиса врача общей практики в селе Кердем и врачебной амбулатории в Синске. Все 3 объекта будут введены в строй в конце января – начале февраля. Также начнут ремонтировать Максагаловское отделение Хангаласской центральной районной больницы и здание детской консультации в городе Покровске. У нас в плане на этот год капитальный ремонт, начало капитального ремонта здания отделения Максагаловского. Да, там выделена сумма более 15 миллионов рублей. И капитальный ремонт здания детской консультации в Покровске на сумму 5 миллионов рублей. Эти ремонты мы начнем в этом году. 6 коров отравились угарным газом в селе Саттагай Амгинского района. Происшествие произошло в одном из хозяйств. Помещение для животных было построено в прошлом году. Хозяин из-за долгих морозов решил закрыть вытяжку на ночь, вследствие чего и произошла трагедия. Всего в хозяйстве было 17 голов крупного рогатого скота. Администрация и управление сельского хозяйства Амгинского района окажут поддержку пострадавшим. Работники ПК, организованные хозяйства, главы КФХ готовы помочь данному хозяйству. И обговорили буквально сегодня с несколькими хозяйствами, уже они готовы помочь не деньгами, а именно поголовьем КРС, именно не телями.
В Хандаге продолжается обучение безработных и незанятых граждан по промышленным профессиям. Все выпускники краткосрочных курсов будут трудоустроены в Нежданинский горно-обогатительный комбинат, запуск которого состоится уже в этом году. Подробности у Марии Винокуровой. В дистанционном формате будущие специалисты обучаются 9 профессиям. Фильтровальщик, растворщик реагентов, сушильщик, аппаратчик сгустителей, которых в республике практически нет. Но они необходимы для работы на новом производстве обогатительной фабрики Южно-Верхоянской горнодобывающей компании, входящей в состав полиметалла. У нас уже в конце января учебная практика. Мы проходим ее здесь, в Хандаге. Будем проходить. И потом в дальнейшем точно не знали, но нас вроде как отправляют еще на одну практику. А так, по возможности, да, я с удовольствием хочу поехать работать туда. Большим спросом пользуются профессии флотатор, машинист конвейера, машинист мельниц. Также после новогодних каникул в горно-геологическом техникуме поселка Хандага приступили к обучению по профессии дробильщик. А в феврале будет набор на бункеровщиков. На сегодняшний день еще идет отбор по таким профессиям, как машинист конвейера, флотатор, фильтровальщик. Мы приглашаем незанятых и безработных граждан. Кто желает, может подойти, заполнить анкету, пройти службу безопасности и начать обучение. Основную часть рабочих на обогатительную фабрику начнут набирать с лета. В сентябре штат должен быть сформирован полностью. На сегодняшний день приступили к обучению дистанционно 15 человек. Из них 12 человек безработные, 3 незанятых гражданина. В данный момент граждане обучаются в горно-геологическом техникуме и получат по окончанию свидетельство о подготовке. Сроки обучения составляют от 2 до 4 месяцев. По вопросам краткосрочных курсов безработные могут обращаться в центры занятости своих районов проживания. Мария Винокурова, Хандага, Тамбонский район. На зимней автодороге у нас начал действовать участок автозимника Титары-Солянка с ограничением до 5 тонн. Также в районе работает круглогодичная автодорога в направлении Алекминск-Солянка. Также увеличена грузоподъемность на ледовом автозимнике Якутск-Нижний Бестях до 20 тонн. В целях безопасности и предотвращения опасных ситуаций Упордор-Вилюй настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность. С этой недели стартует конкурсный отбор районов для федеральной программы обеспечения жильем молодых семей. Принять участие в программе могут семьи в возрасте до 35 лет. Им предоставляется субсидия на приобретение квартиры или строительство жилья. Также семьи могут потратить финансовую поддержку на погашение кредита. Сумма выплаты зависит от состава семьи, а также от стоимости 1 квадратного метра недвижимости. Сейчас в Якутске 1 квадратный метр стоит в среднем 73 тысячи рублей. В этом году на эти цели из городской казны выделено более 33,5 миллионов рублей. Также финансирование выделят из федерального и республиканского бюджетов. Сбор документов производился через портал Е-Якутия. Молодые семьи, которые хотят участвовать в программе, должны написать заявление в портале, а также прикрепить все необходимые документы. Наши специалисты рассматривают это все в электронном виде, и если семья соответствует параметрам участия в программе, им назначается время приема, они приходят к нам на консультацию с предоставлением оригиналов документов. И на настоящий момент у нас в списке состоят около 400 молодых семей, получателей. Ну, не получателей, а участников программы. И на основании вот этого списка ежегодно, в зависимости от выделенных средств, утверждаются списки получателей. Лютые морозы установились в Якутии. В ряде районов республики температура воздуха опускалась ниже 50 градусов, а в некоторых селах синоптики даже отмечали минус 60. В ближайшие сутки в Алданском, Алекминском и Ленском районах ожидается потепление на 13-18 градусов, а в остальных районах и в столице региона мороз пока не отступит. Так, в Якутске столбик термометра в ближайшие сутки ночью понизится до минус 50 градусов, днем минус 45-48. 21 января будет небольшой снег, туман, ветер переменный 1,3 метра в секунду. В большинстве районов республики на фоне высокого давления сохраняется холодная без осадков погода. В населенных пунктах морозные туманы. Температура воздуха 48-52. В северо-западных, заречных и северо-восточных районах 53-58 градусов. Такая погода сохранится до конца этой недели.
В этом году праздник Крещения в Якутии пройдет без купелей. Якутская епархия рекомендовала отказаться верующим от организации купелей на водоемах. Вместе с тем освящение воды будет повсеместно совершаться в храмах в течение 2 дней – 18 и 19 января. Чтобы избежать скопления народа, якутянам предлагается приносить в храмы свою воду, которую осветит священник. Воду можно будет набрать и в храмах. Для этих целей подготовлены тары, количество которых также сократили. Создать условия для безопасного прохождения купели в наших условиях, достаточно суровых, не представляется возможным. Отдельные раздевалки, возможность прохождения и соблюдения дистанций – это практически будет нарушением требований Роспотребнадзора, и в связи с этим принято такое решение. Тем более, что традиция купания – это традиция достаточно поздняя, она не является уставной и является просто такой народной традицией, которая воспринимает этот праздник, богоявление и в подражании тому, что в эти дни приходило очень много людей креститься на реку Иордан. Вместе с ними пришел и Спаситель Иисус Христос, который в этот день был открыт миру через Иоанна Предтечи как Спаситель, как Христос, как Бога-человек. И вместе с тем также явилась и Святая Троица в виде голубя и в гласе отчим, который свидетельствовал о своем Сыне. 9-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Якутии в очно-дистанционном формате. Сегодня соревнования проходят по 20 компетенциям: эстетическая косметология, стоматология, ортопедическая, национальная кухня. Наша съемочная группа пообщалась с участниками и экспертами. В компетенции эстетическая косметология участвуют 4 студента медицинского колледжа. За их манипуляциями следят не только региональные эксперты, но и московские. Помимо этого идет трансляция в реальном времени на канале YouTube. Для студентов это очень большой плюс участвовать в таких чемпионатах, так как они повышают свой навык. Выпускники, девушка, которая у нас получила бронзовую медаль, Инга Лукина, она сейчас учится в Новосибирском медицинском университете по специальности лечебное дело. Девушка, которая у нас студентка, победила в прошлом году, получила медальон за профессионализм, она у нас в этом году выступает экспертом. Здесь же другие студенты СУЗа соревнуются в изготовлении зубного протеза. Всего им предстоит выполнить 3 задания в течение 3 дней. Большая практика, как говорится, для участников. И возможность проявить себя и в дальнейшем благотворно влиять, как говорится, на нашу стоматологическую службу. Среди компетенций чемпионата есть направления, которые пока не имеют возможности выхода на российский уровень. Например, национальная кухня. Нам хотелось бы нашу компетенцию развить на федеральном уровне, чтобы охватить все северные регионы нашей России. И, конечно, хотелось бы еще на международном уровне развития, чтобы у нас было. Участники данной дисциплины готовят 3 блюда – саламат, каре из жеребятины и кёрчах. По словам студентов, ребята впервые участвуют в подобных состязаниях. Это мое первое участие в этом чемпионате. Я первый курс. Но, думаю, в последующих годах тоже буду участвовать. Я готовить люблю. Ваше любимое блюдо, которое вы готовите для всей семьи? Для всей семьи это плов. Итоги озвучат в конце соревнований 29 января. Напомним, чемпионат проходит в 10 районах республики. Всего задействовано 29 соревновательных площадок. Агафья Гоголева, Григорий Хлопков, Якутск. На этом все. Мы продолжаем следить за развитием событий.